Экстази – это галлюциноген, наркотик, который действует на разум таким образом, что человек видит или чувствует что-то, чего не происходит. В основном этим пагубным привычкам подвержена молодежь. В силу возраста им свойственна неустойчивость взглядов и чрезмерное доверие. И чаще по этой причине они легко становятся добычей наркоторговцев. Поэтому подобные мероприятия проходят именно в образовательных учреждениях. Сберечь ребят от неосознанных ошибок – главная задача профилактических бесед. Я считаю, что эти мероприятия, касаемо особенностей наркомании, они полезны. Часть студентов, которые находится участвует в этих мероприятиях, разумеется, где-то у него подсознательно, где-то сложится, будет знать, что это, чем это чревато. Именно вот эти мероприятия не дают большой эффект. Медики больше говорили о легких наркотических веществах, как Насвай и Спайс. Последний считается синтетическим и очень опасным веществом, до определенного времени бывшим в свободной продаже. В нашей стране с этим наркотиком познакомились еще в 2000-х годах. Распространители Спайса позиционируют его как безвредную курительную смесь на основе ароматических трав, что вызывает у молодых людей ложное чувство безопасности. Гости призывали молодых людей заниматься спортом, работать над своим личностным ростом и приносить пользу себе и обществу. Быть взрослым не значит курить или употреблять алкоголь, или еще хуже наркотики, пытаясь таким образом самоутвердиться. Это самый легкий, но и самый губительный путь. К счастью, большинство молодых людей в этом учебном заведении понимают всю плачевность данной ситуации и знают плату за такое баловство. Я еще раз убедилась в том, что наркотики – это очень опасно и вредно, потому что человек губит себя, потому что родители в него вкладывают свои силы на его воспитание, а он вырастает, грубо говоря, наркоманом, разбивая надежды своих родителей. Потому что, мне кажется, наркомания влечет за собой и другие последствия. Например, наркоман становится вором, обманщиком, он обманывает своих родителей. В мероприятии говорилось, что он начинает красть деньги у своих родителей, просить долги у соседей. Особенно было познавательным видео, где показывали людей, употребляющих спайс. На самом деле это очень страшные кадры. Человек сам не знает, что творит под воздействием наркотиков. Организаторами встречи в аграрном техникуме были специалисты из Центра медицинской профилактики. По их мнению, подобные разъяснительные беседы – это способ избежать проблемы. Ведь легче предупредить беду, чем ее лечить. Наблюдается рост потребляющих наркотики, психоактивные вещества. Эта проблема очень актуальна. Мы этой организации, называется аграрным техникумом, уже проводим, давно работаем с ними, проводим лекционные лекции, именно актуальные темы. Я думаю, что для молодежи проведение этих мероприятий очень полезно. Наркотики разные, зависимость одна. И дело не в нарковеществах, а в самом человеке, решающем встать на путь зависимости. Долг общества уберечь от тяги в параллельную реальность без проблем и страхов. Ведь конечная станция – летальный исход. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.